Братский народ у нас русский. Мы решили сделать интеграцию домбра с ложками. Басқа ұлт өкілдері, Андрей, Сергей деген балалар келеді, оқиды, интересуется. О, во мне тоже намешано много. Я и казах, и русский. Отсюда не выгонят. Никогда. Это прежде всего уважение к традициям нашего Казахстана. Мы одна нация, одна дорога у нас, одна история. Это наш единственный дом Казахстан. Казахская юрта по соседству с русской православной церковью. Такое можно представить только в Казахстане. Кажется, что, глядя на эти кадры, уже ничего не нужно объяснять. Но мы все-таки постараемся погрузиться в атмосферу на примере одного маленького, но очень успешного села. Так сказать, покажем модель большой и многонациональной страны, но только в миниатюре. Это село с патриотичным названием «Родина» известно не то что на всю страну, но даже за ее пределами. В основном внимание журналистов, в том числе иностранных, привлекает то, как на контрасте других аулов здесь процветает порядок. Но мы задались другими вопросами. Не случайно мы начали свои съемки именно со школы. Это, пожалуй, первое место, где, так сказать, растят патриотов Казахстана. Саламатсыздар ма балалар? Сәлеметсізбе. Жақсы отырыңыздар. Балалар, сабағымызды Қазақстанның әнұранынан бастайық, иә? Алтын күн аспаны, алтындан даласы. Мы попали на урок казахского языка. В классе дети абсолютно разных этносов, но все как один тянут руку, чтобы продемонстрировать учителю свои знания. Балалар, отан туралы өлең білеміз бе, өлеңдер? Я білеміз. Жақсы, кім айтады? Тәуелсіздік күні бол, мерекеміз берілі, тақпақ айтып жаттаймыз, тағылатып көмейді. Тәуелсіздік күнімен құттықтаймын сіздерді. Но на этом урок не заканчивается. В ход идут музыкальные инструменты. И вот уже Кирилл с гордостью выходит в центр класса, чтобы сыграть на домбре свой любимый кюй. К школе мы еще вернемся, а пока покажем сельскую мечеть. К слову, ее возвели не так давно, в 2022 году. Конечно, убранство здесь не уступает даже столичному. Видно, что строили ее с особым трепетом. И это, как говорит сам имам, заслуга директора агрофирмы «Родина» и немца по происхождению Ивана Сауэра. Внизу спускается, чтобы омовение брать для намаза. Здесь отдельно для женщин, для мужчин. Имам с удовольствием проводит экскурсию по мечети и допускает нашу съемочную группу к самому святому. Осы храм Иван Сауэрдің осы мешітке сыйлығы арнайы Златоуст деген қаладан тапсырмамен жасаған, сырты алтынмен жалатылған, латун деген металлмен. Ерекшелігі здесь на арабском, қазақша бар, орысша бар. QR-код вбиваете, там можно слушать. Прийти в мечеть может любой сельчанин, независимо от национальности и вероисповедания. По словам имама, сюда частенько заглядывает местная молодежь. Русские, украинцы, вот, разные национальности приходят. У нас, например, внизу в мечети есть медресе, то есть учебный класс специальный для школьников. Приходит, учится, мы арабский язык, Коран, казахский язык преподаем, то есть я преподаю, проходит, мысалы, басқа ұлт өкілдері, Андрей, Сергей деген балалар келеді, оқиды, интересуется. То есть родители не против, чтобы они ходили в мечеть, изучали религию. А это уже местная православная церковь. Этот храм, в отличие от мечети, постарше. Его построили в 2012 году по просьбе жителей. И в этом также помог Иван Сауэр. В будние дни прихожан здесь нет. В основном люди собираются по воскресеньям и в великие праздники.
Конечно, могут прийти любой национальности человек в храм. Как в Священном Писании написано, нет национальности, если я так упрощенно скажу. На национальности нет, но, конечно, чтобы участвовать в танцах церкви, нужно принадлежать церкви, то есть принять крещение. А так отсюда никого не выгонят, если придет сюда мусульманин, если придет сюда иудей, если придет сюда всяких разных других национальностей, отсюда не выгонят никогда. К слову, в родине проживают представители 27 этносов. По словам местного акима, все живут в мире и согласии. Отмечу, более 60% населения здесь славяне. Это русские, белорусы, украинцы и немцы. Что касается казахов, то их представлено 12%. Есть семьи, которые супруг, допустим, казах, супруга другой национальности, там, украинка или русской национальности. Они как живут? Они же не делятся. Если айт, жена, все, шелпек, зовут на айт, соседей зовут, там, курбан айт шалат, идут намаз читают. А когда масленица, там, Пасха, муж же не отворачивает, не уходит из дома. Мы одна нация, одна дорога у нас, одна история. То есть это все объединяет. Мы не должны вот делиться, это наше, это другое. Нет, мы должны объединить. Это наш единственный дом Казахстан. Такой необычный номер с казахской домброй и русскими ложками придумала учитель казахского языка и литературы Ботагоз Нихамбаева. Говорит, такая коллаборация сразу пришлась по вкусу и детям, и взрослым. Ложки с домброй, мне кажется, очень красиво звучит. Ну, я так подумала, мы решили, что так будет красиво. Казахстан у нас многонациональная страна, братский народ у нас русские, поэтому мы решили сделать интеграцию домбра с ложками. Мне это кажется очень актуально и красиво. А еще актуально и красиво, когда дети приходят в школу в казахской национальной одежде. Здесь это традиция. Впрочем, в таком колоритном жилете ходит и сама директор школы. Это прежде всего уважение к традициям нашего Казахстана. Национальная одежда не только атрибут, но еще и уважение, как я сказала. В пятницу наши дети либо одевают жилет, либо одевают тюбетейку, приходят в таком виде в школу. Мы это приветствуем. Это опять же отношение к тому, как мы относимся к своей родине, патриотизм. Такие качества нужно закладывать с самого маленького возраста, начиная с того, что об этом нужно говорить в семье. Мы говорим об этом в школе, и все это опять же закрепляется в семье, в обществе. Дом культуры в родине – это отдельная тема для разговора. В этом храме искусства точно собраны воедино все культуры Казахстана. Чего только стоит количество разнообразных концертных костюмов. Костюмеры у нас представлены различными тематическими, национальными нарядами. Очень много, к примеру, казахской национальности. Здесь и вокальные ансамбли, и хореографические ансамбли, эстрадные костюмы, стилистические различные, да, жилетки, даже у нас вот бальные платья, которые танцуют балет, они тоже есть с элементами национальных узоров. На какие средства это шьется? Это все шьется на средства агрофирмы Родины. То есть какой бы мы ни задумали танец, мы заходим, объясняем, защищаем, так сказать, и сразу это шьется. Вот здесь, в данный момент, вы видите, около 9,5 миллионов. Вот из последних вы можете посмотреть. Вот такие вот казахские платья шьются, их будет 24 в разном цветовом. Это будет танец степи. Будем провожать, немножко занавесу тайны так открою, будем провожать в бой Алию Молдоголову и Мушукмаметову с помощью стилизации танца. Да. Ну, как раз ко Дню Победы. Да. Заведует Домом культуры, как и положено, креативный, разговорчивый и энергичный директор. Тимур Айдаргазинов говорит, что казахская культура здесь всегда в приоритете. Вместе с тем, при планировании массовых мероприятий учитываются интересы всех этносов. Вы сейчас смотрели, у нас работал ансамбль «Родина». Это ансамбль русский народный, но они танцуют и казахские, да, произведения. У нас есть Хазар «Родина», это ансамбль лезгинки филиала. Там тоже ребята разных национальностей. Мы недавно только смотрели, там около 8 национальностей у нас сейчас на данный момент танцуют.
нас идея одна. Мы одна страна, мы одна семья, и, соответственно, что бы мы ни делали, это все должно быть общее. А вы сами кто по национальности? О, во мне тоже намешано много. Я и казах, и у меня есть и Владивосток, и русский, поэтому... Владивосток это что? Ой, Владивосток, Владикавказ, я извиняюсь. Владивосток сказал тоже. На этой веселой ноте мы решили закончить наш репортаж. Ведь, по сути, не важно, какая кровь течет в каждом из нас. Главное идти вместе в правильном направлении, где в приоритете мир, единство и любовь к своей родине. А она у нас одна на всех. Надежда Полинка, Георгий Копылов. Специально для YouTube-канала Азаттык Рухы.